Международный диалог и единство – об этом премия «Евразия». Ведь конкурс объединяет десятки стран и национальностей. Участвует и Абхазия. Это возможность получить грант на важный проект в культурной, экономической, дипломатической и исторической сферах. Главное – проявить инициативу и представить полезный проект. На данный момент заявки поданы из 21 страны, в том числе из Юго-Восточной Азии и Африки. При поддержке президента Республики Абхазия Бадра Зурабовича Гумба и при поддержке правительства наша страна активно принимает участие в мероприятиях под эгидой ОНУ «Евразия», таких как медиашкола, которая проходила на территории нашей страны. Также в городе Москва проходил весной этого года международный медиафорум, и наши участники также имели честь принимать участие в таких направлениях, как медиа, культура, просвещение. И не так давно в городе Сочи в июне этого года проходил международный кинофестиваль «Кинофест Евразия». Это говорит о том, что между нашими странами уже сложился такой достаточно продуктивный диалог, и мы надеемся, что и в дальнейшем будем очень активно сотрудничать в этих направлениях. Члены экспертного совета выберут лучшие проекты, а победители смогут воплотить свои идеи в жизнь. Так, например, абхазский певец Дмитрий Пипи уже подал заявку на участие в номинации «Культурный код». В Абхазии очень много талантливых исполнителей, которые, к сожалению, тоже не имеют возможности реализовать свое творчество за пределами Абхазии. Я надеюсь, что этот проект поможет мне, и моему примеру последуют мои коллеги и также подадут заявку в участие в данном проекте. Подала заявку на премию «Евразия» и заслуженная артистка Абхазии и России, оперная певица Алиса Гицба. Ее проект – это международный музыкальный конкурс «Лаборатория», главная цель которого – выявление и поддержка молодых исполнителей. Впервые этот конкурс состоялся 6 октября 2022 года локально только в городе Сухум. И это был впервые проводящийся конкурс вокалистов вообще в истории культуры Абхазии. Вот инициатором этого конкурса стала я и получила поддержку нашего правительства. И до сих пор наше правительство меня всегда поддерживает в проведении этого масштабного теперь уже проекта. Заявку на участие в конкурсе также подала педагог-методист, член партии «Единая Абхазия» по направлению науки и образования Ада Кварчелия. Ее проект связан с сохранением исторической памяти. Я как-то выбрала вот именно проект «Память поколений», так как это касается 80-летия Великой Отечественной войны. Это та история, о которой мы не должны забывать. Это наша общая история. Международная премия «Евразия» будет вручаться впервые. Ее учредила автономная некоммерческая организация «Евразия» в партнерстве с Россотрудничеством для поддержки тех, кто вдохновляет и служит примером для общества, укрепляет связи между евразийскими странами, сохраняет традиционные ценности и историческую память, помогает преодолевать информационные барьеры между государствами. Я бы отдельно хотел отметить номинацию «Общественное признание». Если среди ваших знакомых, коллег есть те, которые делают какие-то социально значимые проекты, но стесняются податься на премию, вы со стороны можете подать эту заявку. Также отрадно заметить, что в этом году мы отмечаем 100-летие народной дипломатии. И премия «Евразия», она является как раз тем связующим мостиком, чтобы показать народную дипломатию в тех странах, в которых будет проходить премия. Стать номинантами премии могут как физические лица, лидеры, активисты, волонтеры, деятели культуры и науки, так и НКО, общественные организации, институты развития, а также группы единомышленников, реализующие конкретные инициативы. Призовой фонд – 25 миллионов рублей. Самое главное сейчас не стесняться подавать заявки на участие и таким образом не оставаться в стороне, потому что действительно любые возможности, они как лето, они очень быстро проходят, и потом очень об этом сильно жалеешь. В конкурсе могут принять участие только действующие проекты. Заявки на премию «Евразия» принимаются до 31 августа, а с 28 по 30 октября в Москве состоится торжественная церемония награждения, на которую будут приглашены финалисты.
Помимо денежных призов, лауреатам премии окажут поддержку в поиске партнеров и в продвижении проектов на протяжении всего следующего года. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.